Наш эфир продолжит брифинг о паводковой обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Николаевич, расскажите о паводковой ситуации на территории республики. Здравствуйте. На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории городского округа Якутск, Усть-Алданского района и Намского улуса. На участке реки Лена Витим-Нюя в пределах Ленского района отмечается подъем уровня воды от 50 до 60 сантиметров за сутки вследствие выхода волны паводка с реки Витим. В ближайшие сутки вдвое рост уровня воды на данном участке составит 20-50 сантиметров. На реке Лена у временных топостов первый Нерюктяй, к сожалению, по состоянию на 16 часов уровень воды сохраняется выше опасных отметок на 95 сантиметров, а село Кыллах на сегодняшний день полностью освободилось от воды. Нижняя кромка ледохода на реке Лена наблюдается в районе устья реки Алдан. На общем участке от Табагинского мыса до Кангаласского мыса в настоящее время наблюдается понижение уровня воды разной интенсивности. У села Арбын Намского района уровень воды по оперативным данным составляет 892 сантиметра, плюс 72 за последние 4 часа, при критическом 897. При продвижении ледохода, повышении уровня воды на территории Намского района в ближайшее время это продолжится. С ее подпором идет возможен выход воды в поймы, низменные это части, и ожидается продолжение медленного подъема у села Арбын Намского района. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Алданского и Кобяйского района в устьевой его части. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Вилюйского, Верхневилюйского районов. На участке острова Сата-Арыта, по последним данным, произошло продвижение ледовой перемычки и наблюдается понижение уровня воды у населенного пункта Жархан. На реке Индигирка на участке Уснера-Тахану наблюдаются подвижки льда, разводе, незначительный рост уровня воды. На реке Колыма ледоход наблюдается на территории Верхнеколымского района. У поселка Зырянка отмечается спад уровня воды. За сутки это составил где-то порядка 70 сантиметров. У города Среднеколымск суточный рост уровня воды составил 1 метр 20 сантиметров. Спасибо. В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Глава Якутии принял участие в церемонии открытия российско-китайского экспо в Харбине. Айсан Николаев входит в состав официальной делегации, которую возглавил президент Владимир Путин. С 1 июля грядут изменения в сфере ипотечного кредитования. Повышается также ставка и по дальневосточной ипотеке. Расскажем, что несут с собой изменения. В Якутске начали капитальный ремонт фасадов первых небоскребов. В этом году под реставрацию попали дома по улице Ярославского. Как одевались якутяне в XIX веке? На этот и многие другие вопросы ответили специалисты музея Ярославского в рамках лекции о якутской традиционной одежде. В Якутске открыли первый чемпионат России по вольной борьбе среди студентов. Из Якутии в чемпионате участвует более 50 спортсменов.
Первый после инаугурации зарубежный визит российского президента начался в четверг. В Пекине Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в целой серии мероприятий. О значении этой поездки мы побеседуем с корреспондентом телеканала CGTN «Русский» медиакорпорации Китая Хань Сюйлином. Коллега, здравствуйте. На ваш взгляд, какой сигнал несет в себе этот визит российского лидера в Китай? Да, коллега, здравствуйте. Действительно, это первый зарубежный визит Владимира Путина после его инаугурации. Как он отмечал перед поездкой в интервью китайскими СМИ, Китай был выбран из-за беспрецедентного высокого уровня стратегического партнерства двух стран. За минувшие полгода это уже второй его приезд в нашу страну. В октябре 2023-го российский лидер принимал участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один бойс, один путь» в Пекине. А в целом, за последние 10 лет Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались на двусторонних и многосторонних мероприятиях более 40 раз. Цифра довольно убедительна. Но этот визит носит особый характер. Он проходит на фоне празднования двумя странами 75-летия восстановления дипломатических отношений. О том, как на этом фоне развивать двусторонние связи, шла речь на переговорах накануне. Был подписан целый ряд документов о сотрудничестве, в том числе совместные заявления об углублении отношений. Си Цзиньпин назвал двустороннее взаимодействие эталоном отношений между крупными державами и отметил, что в Китае хотят и дальше оставаться с Россией хорошими друзьями, хорошими соседями и хорошими партнерами. Накануне вечером лидеры двух стран посетили торжественный концерт, посвященный 75-летию установления типа отношений и открытию перекрестных годов культуры. А сегодня российский лидер отправился в Харбин, где проходит 8-й китайско-российский экспо. Эта площадка призвана помочь двум странам в укреплении торгового и экономического сотрудничества, которое уже развивается довольно стремительно. Как мы знаем, в прошлом году объем торговли между Китаем и Россией превысил рубеж в 240 миллиардов долларов США. Это больше восстановленного главами двух стран целевого показателя. Уже 14 лет подряд Китай остается крупнейшим торговым партнером России. Стабильно продвигается сотрудничество во многих традиционных отраслях, в том числе энергетики, авиастроения, освоения космоса. Укрепляется оно в новых сферах, включая электронную коммерцию и автопроизводство. Среди важных направлений двустороннего сотрудничества также можно выделить образование и туризм. Приведу только две цифры. В прошлом году турпоток из России в Китай превысил 1 миллион человек, а из Китая в Россию 470 тысяч. Китай занял первое место среди всех стран по въездному туризму в Россию. И интерес остается огромным. Конечно же, укрепляется и координация на международной арене. Как отметил Си Цзиньпин, две страны сделали выбор в пользу исторической тенденции формирования многополярного мира и экономической глобализации. Также он отмечал, что Китай готов прилагать усилия, чтобы держать двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям. Коллега? Спасибо, коллега. Напомню, с нами на связи из Китая был наш коллега Хань Сюйлин. С 17 по 21 мая в Харбине проходит 8-я российско-китайская экспо. Глава Якутии входит в состав официальной делегации. Якутия, как один из восточных регионов страны, имеющий давние крепкие связи с Китайской Народной Республикой, вносит большой вклад в укрепление торгово-экономического взаимодействия между Россией и Китаем, отметил Айсан Николаев. Глава республики презентовал президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя КНР Хань Чжэну выставочный стенд Якутии, который знакомит гостей с многогранностью и красотой республики, с уникальными проектами и изготавливаемой продукции региона. На стенде представлены инвестиционные и туристические проекты Якутии, сувениры, ювелирные изделия и экологически чистая продукция из дикоросов. Более 1000 FPV-дронов изготовили специалисты компании «Саха-дрон» за год. В компании работают люди, которые очень увлечены темой беспилотной авиации. Это инженеры, программисты, призеры и победители всероссийских соревнований по гонкам дронов. Об уникальных якутских беспилотниках расскажем в следующем сюжете. Это один из 1000 дронов, которые изготовили ребята из компании «Саха-дрон». Уникальная разработка якутских инженеров зарекомендовала себя не только на гражданских соревнованиях, но и в зоне проведения специальной военной операции. И останавливаться на этом ребята не собираются.
Основные это у нас два дрона. Это Хотай-7 и Хотай-10. Это 7-дюймовые и 10-дюймовые дроны. На данный момент данные дроны участвуют в зоне проведения специальной военной операции. Получаем обратную связь от наших ребят, и по их требованиям мы переделываем дроны и доделываем, чтобы они уже нормально там работали. Каждая модель дрона проходит испытания, в том числе и запуск в дождь и при ветреной погоде. Ни то, ни другое для них не помеха. В отличие от DJI Mavic, например, да, от фирмы DJI, ты сам управляешь мощностями мотора, мощностью потока, скоростью, наклоном. А в Mavic, например, дроны сами летают и просто даешь им направление. Для них вот такие ветра, например, вообще не страшны, потому что скорость дрона может достигать до 250 км в час. Ну, так могу сказать, то, что во время шторма мы можем летать спокойно. Налаженная работа и энтузиазм коллектива компании «Саходрон» вывели якутские дроны на всероссийский уровень. А мощностей компании сейчас хватает на то, что при необходимости они могут выпускать до 1000 экземпляров за 1 месяц. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. В этом году в Якутии намерены ввести 76 социальных объектов. В их числе 20 объектов здравоохранения, 18 школ, 17 объектов культуры, 10 спортивных, 5 детских садов, 4 иных объекта образования и 2 объекта доп. Образования. Кроме того, в этом году строители намерены ввести не менее 705 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе переселения из ветхого аварийного жилфонда. В этот строительный сезон планируется привлечь 1200 бойцов студенческих отрядов. Ну а с 1 июля грядут изменения в сфере ипотечного кредитования. Заканчивается срок действия 2 популярных программ – льготная ипотека для новостроек и семейная ипотека. Повышается также ставка и по дальневосточной ипотеке. В изменениях разбиралась Вероника Таюрская. Петр Оконешников в 2022 году совместно с супругой задумался о приобретении участка для строительства нового дома. Подходящее место нашлось в новом квартале поселка Хатасы. Осталось дело за малым. Необходимы финансы для строительства дома. Так на помощь пришла дальневосточная ипотека со ставкой от 0,6 до 1,5% годовых. Получилось так, что у нас по возрасту страховка не получается. И поэтому у нас процент выросла до 2,6. С помощью риэлторского агентства нашли строительную фирму. И уже в ноябре 2022 года Петр Оконешников взял ипотеку. В марте следующего года компания приступила к строительству. Уже в конце июля на участке стоял новый дом площадью в 56 квадратных метров. Если бы Петр Семенович задумался взять ипотеку летом 2024 года, то шансов на одобрение ипотеки у него было бы меньше. Ставка, если повышится, я думаю, если дальневосточно уберут, то строиться будут уже меньше. По официальным данным, в 2023 году сфера ипотечного кредитования поставила рекорд по количеству одобренных заявлений. Банки выдали кредитов на сумму почти в 8 триллионов рублей. Свыше 50% из всех заявлений – это кредитование по льготным программам. Но уже часть популярных программ с 1 июля 2024 года перестанет действовать. В июне этого года заканчиваются такие программы, как семейная ипотека. Также сейчас заканчивается господдержка 2020. Это 8% для всех тех, у кого нет детей, у кого нет семьи, да, брака нету и так далее. Одну из самых востребованных программ льготной ипотеки, а именно дальневосточную, также ждет ряд изменений. Дальневосточная ипотека будет расти с каждым годом на 1%, то есть в следующем году она будет 3, 4, и к 30 году она будет уже 8%. В селе остается сельская ипотека, там можно приобретать недвижимость под 3% любым категориям граждан. Согласно поручению президента России Владимира Путина, программа семейной ипотеки должна быть продлена до 2030 года, но при этом условия для заемщиков будут изменены. Так, одним из пунктов выступает наличие у семьи 2 и более детей до 18 лет. Государство сдерживает экономические процессы, происходящие в настоящее время, но повышение ставок по ипотеке является вынужденной мерой. Вероника Таюрская, Аэлита Махно, Якутск. Все
Северо-Восточном федеральном университете идет подготовка к 8-м международным играм «Дети Азии». В общежитиях университета разместятся юные спортсмены, а соревнования по шахматам пройдут в здании КФЕДа. Кроме косметического ремонта, большое внимание уделяют и мерам безопасности. На сегодняшний день на всех задействованных объектах СВФУ установлены противопожарные системы и система аварийного оповещения. Ремонтные работы в общежитиях завершатся 15 июня. В этом году федеральная субсидия у нас составила объем 161 миллион 700 тысяч рублей. Тоже эти все деньги пошли на общежитие. Общежитие 18, 17, 20, семерку и на КФЕН. КФЕН, где именно будут проходить здесь шахматы. То есть мы приводим в порядок, хотя у нас вроде бы все и так хорошо, но решили все-таки перед гостями все освежить, обновить, чтобы была свежая краска, чтобы было оставить приятное впечатление. Все-таки внешний вид во многом способствует представлению нашего даже университета в этом свете. Ну а в Якутске начали капитальный ремонт фасадов первых небоскребов. В этом году были осмотрены многоквартирные дома по улице Ярославского. Сейчас там проводят косметический ремонт фасада, оконных проемов и крыльца. Подробнее о ремонте смотрите в сюжете Дарьи Короленковой. 3 дома по улице Ярославского стали первыми 9-этажками в городе, построенными на вечной мерзлоте, которые были оборудованы лифтами и мусоропроводами. Уникальностью таких домов стала облицовка керамическим светлым кирпичом. Именно это стало поводом не менять внешний вид дома. Материал стен был изначально построен из так называемого силикатного кирпича. Это очень атмосфероустойчивый и крепкий материал. И поэтому собственники жилья решили сохранить внешний облик этих зданий. Ход выполнения и результат ремонта строго контролируются региональным оператором. Сейчас работы только начались, но уже 10 июня дома должны сдать в срок. У нас остаются работы только по отделке цоколя вот этого. Грунтовка, штукатурка, покраска. И меняем балконы, то есть старые ограждения снимаем, новые ограждения ставим, и балконные витражи будут шоколадного цвета. В предыдущие годы в доме по адресу Ярославского номер 9 проводили капитальный ремонт инженерных систем, заменили лампочки, провода и даже трубы. Жильцы дома номер 13 улицы Ярославского напротив же решили изменить внешний вид здания. По словам подрядчиков, дом был построен из глиняного кирпича, поэтому коллективным решением жильцов стало поменять цвет строительного материала. У нас полностью покраска будет. Сейчас подготовительная работа, грунтовка идет и по согласованному свету архитектуры. Вот бежевый цвет будет, светло-бежевый цвет. По согласованию жильцов мы выбрали один цвет, и по этому цвету мы согласовали с архитектурой Якутска, и с сегодняшнего дня будем красить. Также ремонтные работы будут проводиться в домах по адресу Чиряева, Петра Алексеева, Дзержинского и Хабарова. Там будут проводиться ремонт фасадов в рамках международных игр «Дети Азии». В рамках региональной программы комплексный ремонт в этом году проведут в более чем 300 многоквартирных домах. В некоторых из них работы уже начались. Дарья Короленкова, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии главы республики имени мецената Михаила Габышева за вклад в развитие музейного дела республики за 2023 год. Церемония традиционно прошла в Национальном художественном музее. В этом году премии отмечены 3 человека в номинациях «Попечитель и меценат», «Музей года», а также «Лучший музейный сотрудник». Награды присвоены за высокий профессионализм, новаторский подход и служение музейному делу родного края. Проводим ее в стенах галереи зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева, крупного ученого, мецената. Не случайно, потому что этот уникальный человек подарил Якутии свою личную коллекцию произведений западноевропейского искусства. И получили номинацию «Музей года». Мы очень рады, у нас еще больше стало, эта премия стала большим стимулом для дальнейшей работы. Остались считанные дни до завершения Якутской музейной недели. В стенах музея Ярославского состоялась лекция этнографа о якутской традиционной одежде. Лекция непростая, а с наглядным показом музейных экспонатов. Лекцию посетила и наша съемочная группа. Даяна Федорова расскажет подробности.
Моду можно назвать своеобразной единицей измерения времени. Она отражает культуру, быт каждого народа и все, что происходит в мире. 19 век, Милан. Девушки носят приталенные платья и яркие головные уборы. Ну а в Якутии носят расклешенные платья и бастыга. Однако со временем элементы одежды других народов отражаются в крое одежды и в ее оформлении. Вот старинная безрукавка 19 века. Что самое интересное, на ней нет карманов. Карман вообще в истории человечества появился поздно, чем нежели другие виды. Сама одежда, допустим, если ее издавна шили, но карман в Европе появился только в 15 веке, а после этого он появился сперва в мужском костюме, а позже только в конце 19 века, в начале 20 века появляется карман вот в этих безрукавках. Еще одна важная черта традиционной одежды – натуральные ткани. Всем известно, что народ Саха в основном занимался скотоводством, поэтому для удобства использовали исключительно натуральные ткани. А это безрукавка 20 века. Она выполнена из бархата, декорирована нашивками, а также имеет карманы, в том числе для антикварных карманных часов. Потому что веяние времени требует, чтобы у человека появляются часы, которые металлические, кругленькие, которые имеют корпус, вот такой открывашечку, крышечку. И чтобы показать, что человек имеет часы, к нему сделали маленький кармашек. И вот сюда кладут вот именно эти часы. Благодаря современным требованиям моды появляются модельные виды одежды с использованием авангардного стиля. Используются самые разнообразные материалы. В рамках культурного марафона состоятся не менее интересные мероприятия, в том числе постоянные экспозиции, тематические экскурсии, квесты и разнообразные лекции. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Летний отдых для детей Ленского района начнется уже с 3 июня. Площадки при школах будут работать, как и в предыдущие годы. Отдыхать в лагерях дневного пребывания дети будут 21 день. Для них организуют трехразовое питание. Также в образовательных учреждениях начнут работу 11 профильных лагерей по различным направлениям. В нескольких школах запланированы многодневные походы, различные экологические, научные экспедиции, а также сборы. Здесь примут участие более 100 ребят. В летний период дети также будут заняты по программе «Дворовый вожатый». Запланированы работы на пришкольных участках, индивидуальное трудоустройство на предприятия и в крестьянские хозяйства. Кроме того, школьники смогут отдохнуть на детской оздоровительной базе «Алмаз». За летние месяцы могут оздоровиться и отдохнуть в нашем лагере 630 детей. Но в планах районной администрации еще строительство дополнительных корпусов, которые позволят охватить большее количество детей. Из 630 путевок 196 путевок они являются бесплатными. Трудовые лагеря – это лагеря, на которых дети могут заработать деньги. Лагерей было всего 7, то в этом году их 12. Посмотрите, мы почти вдвое увеличили их количество. У нас 397, это почти 400 детей, будут охвачены таким видом занятости. Это мы увеличили на 200 детей, чем в прошлом году. Студенты Якутии в спорте. В Якутске начался первый чемпионат России среди студентов по спортивной борьбе. Он будет проходить до 20 мая, где будут состязаться около 250 участников. От республики в спортивной борьбе примут участие 50 спортсменов. Борьба на чемпионате представлена в 10 весовых категориях по 3 основным направлениям – вольная, греко-римская и женская борьба. Победителей турнира ждут путевки на 9-ю Всероссийскую летнюю универсиаду и на чемпионат России в следующем году. Данный чемпионат России определяет, кто попадет на Всероссийскую летнюю универсиаду, и также дает возможность попадания на основной чемпионат страны в 2025 году. Поэтому сегодня в городе Якутск такое знаковое мероприятие, я считаю, потому что в Якутии борьбу любят, в Якутии
из года в год сложившиеся традиции. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы следим за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.